руководствуясь статьей 389 со значком 20 УПК РФ, определил приговор Воркутинского городского суда Республики Коми от 25 июля 2016 года в отношении Марцинкевичуса Артура Састасисовича отменить уголовное дело по обвинению Марцинкевичуса в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 и частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, возвратить прокурору города Воркуты Республики Коми для устранения препятствий ее рассмотрения судом. Апелляционное определение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Президиум Верховного суда Республики Коми в соответствии с главой 47 со значком 1 УПК РФ. Оправданному решение понятно? Понятно. Порядок обжалования понятен? Заседание суда апелляционной инстанции является закрытым. Естественно, что сторона защиты не удовлетворена решением суда. Вы знаете, не потому наше недовольство распространяется на это решение, что мы в чем-то сомневаемся в своей правоте. Наоборот, мы считаем, что сколько бы ни длилось следствие, вы знаете, вам известно, что и судебное преследование моего подзащитного длилось 3 года, и судебное разбирательство, все это входило. В общем-то, за 2,5 года уже изучили и перелопатили подробно все дело. Практически все дело, то есть досконально изучили все материалы дела. Это во-первых. Именно то, что 2,5 года не смогли установить, или та же прокуратура не смогла предоставить нормальных, твердых и мотивированных свидетельств по всем фактическим обстоятельствам дела, я считаю, что это минус, во-первых, прокуратуре, во-вторых, доказывает, что и не собиралась прокуратура или следственные органы такие доказательства представлять. Надеялись на то, что судебная система сработает как всегда. Я очень много участвую в различных делах, громких делах, как слушатель, как защитник в воркутинских судах. И могу сказать, что далека до идеала судебная система вообще Республики Коми и города в частности. Вот в данном случае решение Воркутинского суда, вы знаете, меня поразило тем, что Мария Аркадьевна Шилова, бывший председатель Воркутинского суда, она смогла переступить через эту вот систему, через, скажем, заказной характер суда и разобралась досконально в проблеме. Были, так сказать, пререкания с ней и постоянные жалобы на ее действия, но она все равно смогла переступить, и она все-таки вынесла решение именно такое, какое вытекало, я повторяю еще раз, вытекало и выходило из материалов дела. Материалы дела очень интересное, дело вообще очень интересное. Дело в том, что моего подзащитного обвиняют в том, что якобы он был связан с ОПГ, хотя в рамках своей работы, профессиональной деятельности он обязан был знать и лиц криминальной направленности, и общаться с ними, и получать от них информацию, разрабатывать их и держать руку на пульсе. Вот это, извините, то, что, за что ему платили деньги, ему ставят вину, это первое. Второе, сказать, никаких взяток, естественно, никто не доказал. Саму формулировку, как сказал правильно, значит, адвокат, который участвовал в суде в Воркутинском, и адвокат, который участвовал здесь, во-первых, не было самого предмета взятки, это так не нашли, и времени установили. В течение года, якобы, сказать, там так и звучит в обвинительном заключении, в течение года была, сказать, проведена взятка. Причем, сказать, нет никого, кроме самого Мамедова, Рафаила Мамедова, кто бы об этой взятке знал и кто бы эту взятку мог бы подтвердить. Я, знаете, серьезно не рассматриваю, сказать, его подельников, которые только в зоне, во дворике, как кто-то из них сказал правильно, сказать, красиво, узнал во дворике, то есть во время прогулки узнал об этой взятке, об этих часах от самого Мамедова. Все, больше подтверждений нет. Значит, что касается, сказать, зато в материалах дела есть очень много, сказать, скажем, показаний и подтверждений, знаете, сказать, коррумпированности других лиц, причем разного уровня, начиная от мэров города, в материалах дела это все просматривается, от прокуроров, от судей, и кончая работниками той же милиции. В частности, один из главных свидетелей, на который ссылается гособвинитель, сам находится в списке, так сказать, получающих деньги от ОПГ, получавших деньги от ОПГ. И как Мамедов, как другие, так сказать, вот в частности сам Мамедов,
заявляет, что как раз Марцинкевичус деньги не получал, ни за что не получал, и в списке в журнале не присутствует. Присутствуют другие лица, которые сегодня не только находятся на свободе, но и работают в органах, включая, сказать, судей, прокуроров и высокопоставленных чиновников. Что касается 116 статьи, сказать, то моя жалоба апелляционная была потеряна в суде. Представьте, сказать, была потеряна в суде, и она сегодня даже не рассматривалась. В этой жалобе я конкретно сказал, что судья совершила подлог, фактически подлог, где переначала слова самого Швецова, то есть якобы потерпевшего. Кстати, не он сам возбуждал это уголовное дело, а уголовное дело частного обвинения было возбуждено по инициативе Следственного комитета. Представьте, сказать, возбуждено было Следственным комитетом самим, но Швецов сказал, что он к этому делу, к возбуждению уголовного дела не имеет никакого отношения, не хочет продолжать это уголовное дело. То есть он отказался от этого дела сам. Но судья Шилова несколько раз его наказывала денежным штрафом, заставляя прийти, сказать, и подтвердить свои показания. Но несмотря на это, Швецов, имея гражданское мужество, сказал, что нет, он никаких претензий не имеет Марцинкевичу. Сегодня мы видим, что и это решение остается в силе, мою апелляционную жалобу не рассматривали, и 116 статья осталась в силе. Что это значит? Что фактически все, что теперь в отношении моего подзащитного было сделано, фактически можно перечеркнуть, это считается законным. Перечеркнуть хорошего, его можно не устанавливать на работе, можно ссылаться на это.